светлую идею хочу осуществить у себя на родине, в Якутии. И тут действие перемещается в Санкт-Петербург. Доброе время суток. Вас приветствует Якутск. Меня зовут Владислав Левочкин. И я люблю литературу, как любите ее вы. Сегодня мы начинаем новый проект. Это медиапроект, который называется «Школа драматургов Арктики». И мы посвящаем этот проект нашему коллеге, якутскому писателю, драматургу, лауреату Большой литературной премии Василию Егоровичу Харсхалу. Мы благодарим всех наших коллег, соорганизаторов, прежде всего фонд президентских грантов и также музейный комплекс «Россия. Моя история», фонд тотального диктанта, которые содействовали нам в организации этих выпусков. У нас будут маститые и начинающие авторы, мы поговорим с вами о литературе, о драматургии и о том, какое место они занимают в нашей жизни. Сегодня у нас замечательный гость, наш земляк, автор тотального диктанта, текста тотального диктанта 2020 года, лауреат многих литературных премий, кандидат филологических наук, доцент литературного института имени Горького Андрей Валерьевич Геласимов. Давайте поприветствуем. Здравствуйте, друзья! Наш мастер-класс мы начинаем с читки. Читку поставила петербургский режиссер Ксения Никитина, задействованы ведущие артисты петербургской сцены. И эту читку по произведению Андрея Валерьевича «Холод» они читали на ледоколе «Красин», который стоит на приколе на реке Нева. Пожалуйста, вашему вниманию. Филиппов смотрел на мелькавшие за окном в тумане хлипкие елочки, на безликие складские служебные постройки, припавшие тут и там к промерзшей земле, на отчужденную от обычных человеческих нужд и затей скучную территорию позади аэропорта и на серое небо, которое дышало таким безграничным и таким окончательным равнодушием, что даже у Филиппова, не без основания считавшего себя чемпионом в этой дисциплине, холодило где-то между лопаток и перехватывало дух. Он смотрел на все это и старался не слушать болтовню Павлика, вещавшего о температурных рекордах, о ценах на отопительные приборы и о чем-то бесконечном еще. О чем-то, что убаюкивало, примиряло с приездом, настраивало на дорожный лад. Все было хорошо. Он ехал в тепле, не бродил в поисках такси по выстуженной привокзальной площади. Рядом маслянисто колыхался в чужой фляжке, доступный теперь и вселяющий уверенность в будущее коньяк. Трудная встреча и разговор были отложены как минимум до завтра. Все было хорошо. Нет, все же удачно прилетел. Зря напрягался. Завтра все порешаем и сразу домой. А потом в Париж. Нафиг эти родные пенаты. И тем не менее, что-то было не так. Он боролся с чувством нарастающей, совершенно иррациональной тревоги, но оно, это чувство, плескалось уже где-то рядом, подмывало некрепкий берег его конечного счастья, и Филиппов потихоньку начал сомневаться, так ли уж надо было садиться в машину к незнакомому человеку, который предложил подбросить до города, а теперь везет неизвестно куда. Старый друг паранойя тут же взялся напомнить, насколько суровы здесь места и какое количество трупов еженедельно поднимали на улицах города во времена филипповской молодости милицейские патрули. 7-8. Что, простите? Куда мы едем? Тут недалеко уже, не беспокойтесь. Доставим в целости и сохранности лучше, чем DHL. Павлик радостно засмеялся тому, что принимал за собственное остроумие. А потом начал донимать Филиппова расспросами о всякой чепухе. Его интересовало, почему у него обожжена борода, каковы его творческие планы, что с погодой сейчас в Париже и сколько стоит входной билет в Лидо. Чтобы подавить свои идиотские страхи, Филиппов тоже проявил интерес. Разузнав, почем в городе хорошая рыба, можно ли заказать пошив унтов, и зачем на теплотрассе при выезде из порта на 3-метровой высоте сидят верхом мужики с паяльными лампами.
Павлик отвечал, что такое сейчас наблюдается по всему городу, но причина ему неизвестна. Может, какая-то профилактика? По всему городу? Когда уже грянул такой дубак? Ну да, самое время для профилактики. Ты на похоронах давно был? На чьих? Да без разницы на чьих. Ты покойника в гробу видел? Ну, видел, конечно. А при чем здесь покойник? Да при том. При том, что о профилактике ты ему расскажи, чтобы не сильно расстраивался. А, вот вы о чем. Это, конечно, да, это вы правы. Только я немного о другом говорил. Да все мы говорим о другом, любезный. Так что хватит уклоняться от темы. Давай сюда свой коньяк. Когда подъехали к переправе, Филиппову снова было хорошо. Ему даже показалось, что неимоверная толща серой ваты над головой слегка прохудилась, и сюда, к ним на дно, пробилось немного солнца. Однако светлее стало не из-за этого. На реке туман, очевидно, сдувало, и как только машина, подпрыгнув на гигантском ухабе, выскочила на лед, видимость во все стороны значительно увеличилась. Эй, подожди, а ты... Я думал, мы только до переправы. Ты на другую сторону, что ли, намылился? Да тут совсем близко. Перескочим в 2 счета, а там прям на берегу. Какие 2 счета? Где этот берег? Его даже не вижу. Да сейчас вот остров объедем и сразу увидите. Ну или после 2-го острова. Там, возможно, опять туман будет. Да какие острова, любезный? Ты куда меня тащишь? Недолго совсем, я вас уверяю. Филиппов припомнил, как подлетал к родному городу лет 20 назад, возвращаясь из Владивостока. И крохотная тень огромного Ил-62 целую вечность, как ему показалось, плыла посреди сонма барж, пароходов и катеров. Если магистральный авиалайнер так долго пересекал эту реку, то сколько времени уйдет у глупого внедорожника? Да еще с учетом всяких торосов, объездов и островов. Давай обратно, ты задолбал. Мне в гостиницу надо, у меня встреча. Насчет встречи он, конечно, соврал, но на Павлика даже это не произвело ни малейшего впечатления. Я не могу. Мне обязательно надо. Никто вас, в конце концов, силой в машину не сажал. Отец Филиппова, служивший в начале 60-х на подводной лодке, любил выедать ему мозг рассказами об автономных походах и о том, как сходившие от скуки с ума во время длительных переходов матросы крутили в кинопроекторе давно заученные наизусть фильмы задом наперед. Подводников это, очевидно, забавляло, но Филиппову, который переживал сейчас во многом подобное ощущение, было не до смеха. Его кинолента отматывалась назад, и он с тоской разглядывал вернувшиеся в его жизнь пейзажи, а память с готовностью и издевательской любовью стирала с них лед настоящего. Вокруг уже плескалась вода и шумел летний ветер, звенели о своем тысячелетнем голоде комары, орали, как угорелые чайки, и солнце вот-вот должно было показаться из-за края воды. Все здесь было практически как на море, поэтому солнце вставало не из-за леса, не из-за холма, а из-за кромки воды, которой здесь точно хватило бы на средних размеров Европейское море. Эта река только прикидывалась рекой. Она снисходительно терпела то, что ее так называли. На самом деле это было, конечно, море. Просто оно двигалось вбок. Ощутимо и тяжело смещалось куда-то вправо, открывая для взгляда бесконечную во все стороны плоскость пространства, на которой пятнами прорисовывались острова, корабли и моторные лодки, но не было того, что делает в нормальном человеческом восприятии реку рекой. Не было противоположного берега. Он отсутствовал, и рождалось такое чувство, что он и не нужен, и что река может спокойно жить с одним берегом, что ей этого достаточно, что 2 берега – это для обычных рек, для скромняк. И если бы еще чуть-чуть неземной спеси, то можно было бы вовсе без берегов. Просто ни одного. Лишь вода и небо. Филиппов поежился, переводя потерянный взгляд с линии горизонта на медленно уползавший из поля зрения засыпанный снегом остров. От накатанной колеи к нему тянулась утопавшая в глубоких сугробах тропинка. Зачем она тут была и кто ее протоптал, Филиппов не мог представить себе этого. Он на секунду задумался о том, какая жизнь могла тут происходить зимой в этих условиях, и ему стало жутко. Если такая безграничная мощь была не только остановлена, но при этом закована в многометровый ледяной панцирь практически на полгода, и значит на половину всей жизни, то причина этой безмолвной неподвижности должна быть абсолютно всесильной. Река безраздельно царила здесь над пространством, но холод безоговорочно царствовал над рекой. Вот он, другой берег. Вон там уже видно, смотрите, смотрите, я же говорил. Быстро доедем, зря беспокоились. Филиппов склонился вперед и увидел темную полоску леса. До него ехать еще полчаса. Да какие там полчаса? Сейчас дорога лучше пойдет. С этой стороны зимник сильнее укатан.
Заскочив резво на небольшой пригорок, после которого колея тянулась уже по коренному берегу Лены, машина снова нырнула в густой туман. Елки по обеим сторонам дороги выплывали из него, как мачты затонувших кораблей. Расплывчатые образы за окном сильно напоминали картинки из детского волшебного фонаря, какой был у Бергмана в самом начале фильма «Фанни и Александр». Павлик заметно приободрился и снова начал свою канитель. Теперь он вещал о природе и свойствах местного тумана. Так, ну что ж, мы надеемся, что все увидели читку и, наверное, услышим вопросы именно о том, ну вот почему был выбран этот фрагмент текста, насколько он характерен вообще для произведений. И начнем наш мастер-класс. Мастер-класс, собственно, нашим гостем Андреем Валерьевичем был обозначен как северный характер. А вот, собственно, давайте размышляем, что это такое северный характер, как вы его понимаете. Начнем, да? Мы не будем пока обсуждать читку. Друзья, когда... Ну, я буду как в Литинституте, может быть, слишком специально говорить, да? Пусть будет у нас как будто семинар в Лите. А вы как будто бы мои студенты. Так, представим себе, я расскажу, ну, собственно говоря, и пообщаемся, может, вас о чем-то спрошу. И вместе мы найдем какой-то общий знаменатель за то короткое время, что у нас есть. Дело в том, что когда вы приступаете к работе над персонажем, многие начинающие авторы, молодые мои студенты, они совершают целый ряд ошибок, которые в итоге приводят к, ну если не к краху текста, то к некоторому поражению. Потому что персонаж является, центральный персонаж, мы сейчас говорим о протагонисте, он является, ну не просто там вашим героем, да, или рассказчиком, которому вы хотите отдать функции нарратива, но он прежде всего является, лицом, и, образом вашего текста. А вот это зависит уже от вселенной, в которую вы помещаете вашего героя. Вселенная, собственно говоря, диктует персонажа. Он из нее должен произрасти, он должен стать частью ожившего пейзажа. Вот в чем штука. Он и является частью пейзажа, но он должен еще и функционировать, нести драматические и драматургические функции на себе. И гений места играет здесь одну из ключевых ролей. То есть где живет ваш персонаж, в какой вселенной он функционирует. Это надо точно понимать, потому что даже только в одной нашей стране, я сейчас не говорю, если вы персонажа поместили в Африку, или в Европу, или в Соединенные Штаты, это уже все будут разные персонажи, с разным психотипом, с разным поведением, с разным ритмом существования и речевыми характеристиками. Все будет разное. Так вот, это не только даже в разных странах происходит, но и на территории нашей страны. Она такая огромная, она такая многонаселенная и многонациональная, с различными культурными, религиозными, этническими, традиционными особенностями, что не учитывать этого будет страшной ошибкой. Люди отличаются, я ничего нового вам не скажу, но приведу пример, как отличаются люди, скажем, вот нашего с вами региона и Сибири в общем, но я буду говорить за Якутию, за город Якутск, потому что я здесь провел молодость, я не просто знаю, я чувствую сердцем местного человека, потому что я сам местный человек. И я просто приведу это как пример, какой шок я испытал, культурный шок, когда перебрался в Москву 20 лет назад, именно от культурных особенностей. Это называется кросс-культурная коммуникация в лингвистике. И вот самый простой пример такой, что меня прежде всего шокировало в психотипе москвичей и жителей Подмосковья, что совершенно отсутствует, скажем, в нашем с вами психотипе, это их поведение в конфликте, когда происходит конфликт. Вообще в драматургии нужно обязательно проверять своего персонажа на конфликте, прежде всего.
И вот для меня было действительно шоком, и даже не культурным, а житейским, бытовым, поведение жителей вот, московского региона во время конфликта. Я буквально через несколько дней после того, как оказался в Москве, там случайно на остановке увидел ругань двух мужчин. Они между собой что-то поссорились. Кто-то не так встал, или кто-то что-то не то сказал. Ну, в общем, они стояли и ссорились. И вот их брань по нарастающей по отношению друг к другу поразила меня своей интенсивностью, скоростью и количеством хамства. Это было неприемлемо для меня. То есть они сначала просто припирались, потом они перешли на последнее ругательство, на самое крайнее ругательство. И после этого они уже начали говорить про матерей друг друга. И это все длилось, ну, минут так 10. Я стою так по-якутски, думаю, что-то долго, да? Потому что у нас бы уже убили за такие слова. Ну, то есть конфликт был быстро закончен. Либо люди контролируют себя и отвечают за свои слова, и тогда они не будут говорить таких крайних вещей. Либо они, когда до этих крайних вещей дойдет, они просто начнут друг друга молотить. И я все стою, жду драки. Ну, интересно же драку посмотреть. Так ее не было, друзья. Вот вам отличие от северного характера. Они вот это проорались, как женщины на рынке. Я думаю, так, ну и что? И разошлись. Вот это было потрясающе. Для меня непривычно, потому что все-таки у нас за слова отвечают. Здесь, во всяком случае, когда я жил в 90-е годы, за такие слова точно ты бы получил быстро и сильно. Вот. Но у них вот другая природа конфликтности. Получается, можно говорить все, что хочешь, и тебе это сойдет с рук. Вот чего непонятно было мне, как северному человеку. И это вот первые такие были для меня впечатления, да, от жителей московского региона, что они в конфликт вступают гораздо легче, чем северные люди, и легко из него выходят. Видите, да? И вот все такие вещи сразу нужно учитывать, если мы говорим о северном характере и собираемся писать произведения с героем вот из нашего, скажем, региона. Как пример такого героя я вам могу передать интереснейший мой разговор с нашим постоянным представителем при президенте Российской Федерации, постоянным представителем Республики Саха при президенте Российской Федерации Андреем Сандоминовичем Федотовым. И мы с ним общались где-то месяц назад, и там мы готовили отчет правительства республики онлайн, чтобы делали, я модерировал. Андрей Сандоминович, значит, рассказывал о работе правительства в течение года. Но до этого мы зашли к нему в кабинет, пили чай, и вдруг, значит, заговорили совершенно на другие темы. Не на государственные, не на политические, а просто на какие-то живые, житейские. И он вдруг мне рассказал про своего родственника дальнего, который уже, к сожалению, умер, из Якутии, из республики Саха, который жил где-то даже вот не то, что не в Якутске, а он жил даже не в райцентре, а гораздо более, вернее, в менее населенных местах. Он занимался выпасом коней. Вот у него есть табун, и он целый год за этим табуном присматривает. И мне Андрей Сандомирович говорит, вы знаете, я, говорит, к нему приезжал несколько раз, и он мне в какой-то момент показал тетрадку. Внимание, приготовьтесь, тетрадку. И в этой тетрадке карта звездного неба, которую он долгие годы рисовал сам. Звездного неба. Но не просто карта звездного неба, а он каждый год отмечал положение тех или иных звезд в разных, как они перемещаются, да, в течение года. И вот в феврале они вот так, в марте так и так. Далее он говорит, он не знал названия астрономических этих небесных объектов. Он дал им свои названия. Свои, хозяйские. Ну, это там называют тигр, там еще какой-то, это олень, все эти звезды. Далее, он, говорит, создал целую философию. В зависимости, он сказал, ты знаешь, вот он Андрею Сандомировичу сказал, ты знаешь, говорит, я знаю, что если вот, например, в марте вот этот олень стоит вот тут, а вот этот там, я не знаю, трезубец вот здесь, а это вот так, вот в таком положении, то произойдет вот то-то здесь у нас в жизни.
А если они поменяют, если они по-другому стоят в марте, то будет вот так. Ну там засуха или непогода, или там лошади начнут активно размножаться. В общем, он говорит, я заметил, я вот 20-30 лет наблюдаю, и есть, говорит, твердая закономерность, связь движения небесных объектов с происходящими событиями здесь, в его небогатой на события жизни. Но это для нас небогатая, да? А для него она наполнена. Он ее сам наполнил вот этим гигантским, космическим, в данном случае, в прямом смысле слова, содержанием. И я, значит, так слушал Андрея Сандомировича, говорю, можно я украду персонаж? Я говорю, я хочу писать такого героя. Он говорит, да, пожалуйста, берите, не жалко. Объясню вам почему. Сама жизнь в данном случае, в виде этого человека, в виде его жизни, и потом Андрей Сандомирович мне передал этот рассказ, сама жизнь сделала то, что удалось в свое время Хемингуэю в повести «Старик и море». Абсолютно персонаж, вот прямо из хемингуэевской великой вещи, за которую Эрнест Миллер Хемингуэй получил Нобелевскую премию. Вот. Я поэтому так подумал, думаю, опа, выдумывать ничего не надо, сочинять, да? Вот из жизни, пожалуйста, подарок такой. Вот это вот характерная корреляция человека с миром, да, с природой, и еще и творчество в этом пространстве, потому что он создает свою вселенную, да, он называет звезды, он замечает их взаимодействие с земными происшествиями. Вот это как раз и я это определил как северный характер для себя. То есть неторопливое течение жизни, в котором вы можете не думать о суетных вещах, о хлебе насущном, потому что вы его зарабатываете своими руками. Да? Он сколько наработал, столько и съел. Сколько Бог послал, столько и будет на столе. И он не суетится. Он, обратите внимание, совершенно лишен категории поиска успеха. Нету. Точно так же, как его нету у персонажей вот этого старика Сантьяго из повести Хемингуэя. Единственная задача у старика Сантьяго, если помните, дотащить рыбу до дома, большого вот этого тунца. Или марлин там был, да, я не помню сейчас. Марлин, очевидно. Огромная рыба, которая размером больше лодки. Он не может ее втащить в лодку, потому что просто вес большой. И значит, он ее прицепляет и начинает буксировать, если вы помните, у Хемингуэя. И дальше Хемингуэй блестяще придумывает вот этот жесткий конфликт, когда на запах крови этого марлина приходят акулы. И в итоге он привозит, если помните, да, на берег только остатки этой рыбы, максимум голову. Но дальше происходит удивительная вещь. Он утром снова он ложится спать в состоянии полного поражения, да? Его миссия провалилась. Но утром он встает и снова садится в лодку. Вот это несгибаемость человека, который является частью стихии, он ей не противостоит. Он такая же часть стихии, как эта рыба, как эти акулы, как этот океан. Там единственный искусственный предмет – это лодка. Вот единственный. Все остальное является частью Вселенной. И вот, как мне показалось, и после рассказа Андрея Сандомировича, что вот это персонаж, пожалуй, наиболее точно передающий такое, не знаю, стихийное существование всех вот этих гигантских пространств. Человек перед лицом космоса, перед лицом гигантских, да, открытых вот этих пространств, где, собственно говоря, жизнь и смерть даже не имеют значения. Потому что здесь миллионами лет что-то рождалось, что-то умирает все время. И это и есть жизнь. И вот человек, который живет всего небольшой промежуток, 60, 70, 80 лет, у него вот хватает мудрости, вот эта стихия его перелопачивает, она его переплавляет, как в тигеле, и делает его частью себя. Как я вначале сказал, собственно говоря, частью пейзажа. Вот так, мне кажется, нужно работать с персонажем, понимая, что Вселенная диктует его. Если вы попытаетесь какими-то волевыми усилиями авторскими сами придумать, ну вот характер, да, у него такой характер или такой,
то, скорее всего, вы ошибетесь. Потому что надо сначала посмотреть на пространство, в котором вписан ваш герой. На ритм этого пространства, на его правила. Вот что штука. Это очень важно. В принципе, если вы планируете писать вот такой северные истории, да, с северным персонажем, то есть не только Хемингуэй, есть конкретно северный писатель. Ну и понятно, что и в Якутске есть якутская замечательная литература. Но есть у нас у всех в юности, мы все читали Джека Лондона. Вот он, особенно в тех рассказах, которые посвящены Клондайку, да, золотой лихорадке, он в некоторых вещах уловил вот этот северный характер, но у него больше он в противостоянии. Смотрите, персонаж, который рассказан нашим постпредом, не противостоит миру. У Джека Лондона он все время борется, сражается. Это связано с тем, что Джек Лондон не является жителем Аляски. Он приехал туда. Он приехал ее покорять, завоевывать. И от этого такой персонаж тоже возможен. Это понаехавшие, что называется. Вот. Они приехали эксплуатировать. Это как в фильме Камерона «Аватар». «Аватар», да, называется? Вот эти приехавшие на эту планету земляне, десантники, которые хотят это дерево уничтожить. Оно им, видите ли, мешает. А местные люди, вот эти голубого цвета, синего, с хвостами, они как раз являются частью пейзажа. Вот. И вот это противостояние Джек Лондон, в общем, здорово уловил, поэтому такой персонаж в северном пейзаже возможен. Это интрудер, вторгшийся персонаж. Да? Он отчасти принимает правила местной игры, но по большой части пришел все-таки здесь что-то добыть. Или погибнуть. Что тоже можно в работе с этим персонажем, такой прием, и Джек Лондон часто использует, гибели такого героя. Потому что стихия, с которой он столкнулся, как океан у Хемингуэя, океан нельзя победить. Что бы ты ни делал, как нельзя победить тундру, нельзя победить тайгу. Нет. Нет. Вот. Но тем не менее такой персонаж возможен. И каждый персонаж поэтому, если даже мы говорим не о северном персонаже, а о южном, например, там, не знаю, итальянском, он должен находиться в строго соответствующей ему стихии. Это крайне важно. Я, вы знаете, недавно куда-то летел, недели 3 назад, в Крым. Я летал в Артек выступать перед артековцами. И вот самолет начал разбегаться по бетонке в Шереметьево. Он вот набирает скорость. Я сижу, и у меня чуть болит голова, и она вот так вот бьется о подголовник кресла. Ну, скорость же увеличивается. Вот, да. И у меня башка вот так вот, и потом эта штука взлетает, и голова замерла. Раз, и тишина. И вот в этот момент я понял, самолеты живут в небе. Вот в этот момент он оказался в своей стихии, понимаете? И наступила гармония взаимодействия самолета, меня, неба. Мы в воздухе. И все. Дальше уже аккуратно. И голова не болит. А пока он по бетонке, пока он на земле, вот это он находится в другой стихии. Вот так же и ваш персонаж. Если он окажется не в правильной стихии, будет голова колотиться о подголовник. Понятно? То есть обязательно нужно оказаться там, где для чего ты создан, как самолет. Ну, чтобы пояснить мысль уже совсем окончательно, я вам могу сказать, что вот даже представьте себе классическую литературу, любую, не северную, там, Федора Михайловича Достоевского, и мы не можем представить персонажа Раскольникова, живущего где-то в другом месте, кроме Санкт-Петербурга, друзья. Он прямо выступил из этих стен, из этих каналов, из этого ветра на Невском, на Лиговском проспекте, из улицы Гороховой, странной, такой вот с этими домами, да, серыми. Раскольников, вот он весь оттуда. И невозможно представить его где-то в другом месте. Он не будет функционировать. Карлсон живет только на крыше. Вот. Он на крыше и все. Это его тоже стихия. И Астрид Лингрен здесь очень правильно, почему она и написала в итоге бессмертного персонажа, что он находится в правильном пространстве, в своей стихии.
Это однозначно. Дальше, герои, скажем, фильма «Служебный роман», если вы помните его, да, с Андреем Мягковым, Олегом Басилашвили и там Алиса Брунна Фрейндлих. Вот эти герои могут существовать только в этом странном, дурацком НИИ, или что там это, контора какая-то статистическая, да? Маленькие столики, вот такие вот конторки, какие-то люди чуть-чуть сгорбленненькие такие, они ведут себя так, у них ритм такой, они говорят так, они стреляют друг у друга сигаретки. Вот, это персонаж продиктован вот этим зданием. Знаете почему? Потому что вы не можете поместить этих героев в Донскую степь. Не получится. Представьте себе их в Тихом Доне. Можете? Нет. Это означает, что они правильно придуманы Ильдаром Рязановым и автором сценария. Точно так же вы не можете представить себе Гришку Мелехова и Аксинью в их научно-исследовательской этой конторе. Можете представить себе? Вот эти конторки, да, вот эта музычка, ла-ла-ла-ла-ла. И Гришка Мелехов такой сидит. Аксинья, водки дай. Другой уровень эпичности, да, совершенно иной уровень детализации внутреннего состояния стержня и так далее. Вот это нужно обязательно, друзья, держать в голове. И помнить, что персонажа диктует Вселенная. Для опыта, поскольку у нас сегодня не лекция, а все-таки мастер-класс, я бы вам советовал, если вы пробуете писать или пишете, или уже готовые драматурги, вот попробуйте сделать упражнение как-нибудь на досуге, не сегодня. Попробуйте взять персонажа из классического произведения, не обязательно тех, которых я назвал, я не знаю, Дон Кихота возьмите, и поместите его в другое пространство. Вот просто напишите этюд, эскиз. Специально от обратного пойдите. То есть специально нарочно сделайте ошибку. И вы посмотрите, как странно будет функционировать ваш герой, как все неуютно, неправильно и, в общем, плохо. Единственный эффект, которого вы добьетесь, будет комический. Если вы хотите добиться комического эффекта, комизма, то это можно использовать как лайфхак для создания комического персонажа. Возьмите его из одной среды и поместите совершенно в другую. Например, я не знаю, героя фильма «Берегись автомобиля» Юрия Деточкина, помните, да? Иннокентий Смоктуновский. Ну, поместите его в лодку к старику Сантьяго. И попробуйте написать. Вот вместо Сантьяго едет Юрий Деточкин, который вот хочет автомобиль украсть. Он хороший, добрый человек, но он ворует автомобили для того, чтобы в детские дома отправлять деньги, но он точно будет на лодке лишним в походе за Марлином. Вот сделайте такое упражнение, а потом вытащите оттуда этого персонажа, когда вы почувствуете эту вселенную уже точно. Либо это действительно тайга северная, либо даже тундра, или это океан, море. И потом вытащите оттуда вот этого дурачка, который там зачем-то непонятно оказался, и поместите туда персонажа, который продиктован уже этой вселенной. Вот этого человека, который пишет «Звездное небо». И вы увидите, что не только персонаж у вас правильно дышит и чувствует, вы знаете, все конфликты родятся сами. Вам персонаж сам расскажет, чего он хочет, чего он боится, чего он ждет. Он сам все расскажет, это правда абсолютно. Потому что в работе над персонажем, я это все время повторяю своим студентам, вы прежде всего должны знать, к чему стремится ваш герой. А стремится он всегда. Это называется в сценарной практике, на сленге сценаристов, эликсир. То есть вы должны дать своему герою волшебный эликсир. На протяжении вашей пьесы или сценария он должен стремиться к этому эликсиру. А вы, как хорошие драматурги, должны этот эликсир все время от него отодвигать. Это мне однажды Джаник Файзиев показал. Он говорит, знаешь, что такое кино? Режиссер и продюсер Джаник Файзиев. Я говорю, ну, он так вот положил, там лежал то ли телефон, то ли пачка сигарет. Положил передо мной и говорит, попробуй возьми. Я, значит, потянул руку к этой пачке сигарет, а Джаник быстро раз и от меня отодвинул ее. И говорит, еще раз возьми. Я опять протягиваю руку чуть дальше, он опять отодвинул. Я говорю, ты что делаешь? Он говорит, ты не понял, это и есть закон драматургии основной. Так и делается хорошее кино. В принципе, эти законы я использую и в прозе.
Я хитро ворую нагло из драматургической плоскости и обучаю этому своих студентов в институте. Я ворую эти приемы вот этого отодвигания эликсира от героя все дальше, а он предпринимает новую попытку, ему приходится выдумывать на новом этапе какие-то новые средства для достижения, потому что уже все, руки не хватает дотянуться, значит надо встать, надо подойти, надо еще что-то сделать, а в итоге вселенная начинает ему противодействовать в виде акул хемингуэевских. Когда эти акулы придут сами, если вы правильно почувствуете свой персонаж и вселенную. Ну вот вкратце так. Понятно, да, друзья? Так работаем с героем. Спасибо. Спасибо большое. Я думаю, что мы все много для себя почерпнули. А вообще вот северный характер, как вы думаете, он в современной литературе вот где встречается? Он не вымирающий тип вот, в современной литературе? Я точно могу сказать, что на него точно есть запрос. Это место свободно. И я вот я не знаю, как на рынке, знаете, вот где палаточку поставить, в этом месте пока никто не встал. Торопитесь, занимайте это место. Северный персонаж, северный характер, он будет востребован. Как только он будет написан талантливо и хорошо, вы станете знамениты. Поверьте. И эти произведения будут востребованы. Более того, читатель узнает о северном вот этом бытие, да, нашем, жизни. Это еще и пропаганда, я не знаю, просветительская какая-то важная роль и так далее. Но то, что это место свободно, это факт. И на рынке, да, в рыночных отношениях всегда надо стремиться в своем бизнесе туда, где есть свободное место. Согласны, да? Надо занять этот сегмент рынка мгновенно. Поэтому не спите. А вы сами тоже планируете, да, вот, возвращаться к северным? Я, конечно. Мне Август Васильевич подарил уже 2 книги про шаманизм. Вчера мы говорили еще с одним замечательным человеком про возможную поездку на Исэх этим летом. И вот тут, видите, Андрей Сандоминович подарил мне персонажа. Я думаю, что да. И история будет такая, наполненная мистицизмом. Такой мощной магического реализма Северной Земли. Вот обратите внимание, латиноамериканские авторы свой магический реализм продали на весь мир, да? Маркес, пожалуйста, Борхес. Они создали целую школу. Там Жоржо Амаду, Кастанеда, да. Они все это планете спокойно предложили, и планета это взяла. И это существует в мировом контексте, вот этот латиноамериканский магический реализм. Здесь его, я уверен, не меньше, но он пока находится в нетронутом состоянии, что радостно для нас, для авторов. Понимаете? Мы же не в положении латиноамериканских молодых писателей, которым теперь надо что-то после Маркеса выдумывать. Им трудно. А тут прям золотая такая жила, да, вот готовая. Ну, принесите молоточек, начните отколупывать. Да. Но здесь есть тоже вопрос, опять же, конъюнктуры, да, вот есть интерес у, скажем, мировой общественности к этой теме? Да, конечно, есть, да? Он всегда будет. Особенно, друзья, особенно, вот 100% вам говорю, с политической точки зрения. Потому что история с Арктикой, которая началась так, до 2014 года, да, когда был этот шельф обнаружен? Вот так где-то. 90-е. Да? Вот. Арктика становится, и точно 100%, я в Мурманске, когда был на ледоколе Ленин, там нам экскурсию проводили, они говорят, мы сильно модернизируем ледокольный флот. Арктика становится темой номер 1. И в ближайшие там 40-50 лет тот, кто контролирует Арктику, будет контролировать планету. Именно из-за тех запасов, которые там открыли. Там подтвержденных чуть ли не больше, чем в Арабских Эмиратах и на всем Ближнем Востоке. Вы понимаете, сколько устремлений туда будет политических, военных. Мы развернули воздушно-десантную дивизию в Арктике. Мне там рассказали, они говорят, знаешь, как было? У нас вот тут есть остров, и однажды, говорит, самолеты так раз подлетели, десантники спустились, окопались, построили сначала палаточки, потом более конкретное жилье, и сейчас все, они уже там. Эта дивизия базируется на этом острове. Можете представить себе дивизию ВДВ российских войск? Это означает, что регион становится все более и более
привлекательным со всех сторон, и поэтому надо, я думаю, учитывать этот и геополитический интерес в том числе, друзья. Будущее за Арктикой, это точно. Там столкнутся много сил. Я вот абсолютно уверен даже, что вот вся эта обраточка с Украиной в 2014 году, Майдан, это был нам ответ на наши притязания на шельф. Просто это называется несимметричный ответ. Началась Грузия, началась Украина, почему-то резко, значит, Майдан, и все, Януковича выгоняют, и все, этот котел, Донбасс, все это молотят. А это все делается для того, чтобы оттянуть силы России от Арктики. Вот прямо серьезно вам говорю. Это очень похоже на большую игру, как это называлось в 19 веке, когда Российская империя противостояла Британской империи. Тогда это получило термин «большая игра». Вот сейчас она продолжается, но противостоят другие силы, хотя Россия опять в роли протагониста или антагониста, как считают на той стороне. Коллеги, ну, я напоминаю о том, что мы можем задать вопрос автору, и авторы наиболее отличившихся вопросов получат из его рук приз, подарок в конце нашей записи. И у нас сегодня на связи несколько точек из нашей страны, и мы приветствуем в Санкт-Петербурге автора нашего проекта Милу Кудряшову. Библиотека Маяковского, пожалуйста, просим вашего подключения и вашего вопроса. У нас сегодня замечательная встреча северо-востока и северо-запада. Я напомню, что сейчас нашу трансляцию смотрит еще Архангельск, Севастополь, Находка и много других городов. Но сегодня мы приветствуем на первом нашем мастер-классе в Санкт-Петербурге, в филиале библиотеки Маяковского. И я хочу передать слово нашей хозяйке Юлии Абрамовой. Добрый день, доброе утро, уважаемые друзья. Мы тоже рады приветствовать, даже так далеко, Якутск. Потрясающе, что так много людей пришло, очень много молодежи, которая интересуется современной драматургией, интересуется современными авторами. Пару слов скажу о нашей площадке. Мы представляем отдел Центральной городской публичной библиотеки имени Маяковского города Санкт-Петербурга. Наш отдел уже достаточно известен не только в России, но даже за рубежом. К нам приезжают коллеги со всей России, вот из ближнего зарубежья недавно были в гостях. Мы известны тем, что у нас есть профессиональная студия звукозаписи, мы предоставляем услуги, есть информационно-туристический центр, кстати, кому интересно, присутствующих могут обратиться. Мы оказываем по всему миру справки, составляем маршруты, также предоставляем возможность работы с специализированными программами по работе с видеоанимацией, такие как Final Cut Pro X и полный пакет ряда, поэтому студенты и не только студенты очень часто приходят, чтобы позаниматься. Ну и мы известны как коворкинг-площадка, доступная, свободная, бесплатная, поэтому у нас достаточно большая проходимость в этом плане, хотя площадка не очень большая по размерам, но заполняемая, и вот сегодня тоже мы убеждаемся в этом. Ну, о нас можно говорить очень много, отделов у нас по городу, боюсь сейчас набрать 7 или 8. Вот, все мы отличаемся немного друг от дружки, у нас замечательный фонд, очень много читателей. Вот, ну, если кто-то будет у нас в гостях, милости просим, пожалуйста, приезжайте. Вот, ну, не буду задерживать долгий эфир, вот, да, передаю трубочку. Задержитесь, пожалуйста, у нас для вас сюрприз. Разрешите данной площадке подарить, ну, что такое для библиотеки подарок? Конечно же, лучший подарок — это книга. Поэтому разрешите, как дань признания, подарить вам два таких труда. Здесь и туризм, и наступающая 9 мая победа, и наши достижения республиканские. Все, что мы сделали на благо развития республики и России. Храните у себя, пусть люди читают. Ну и организаторам конференции удачи, Андрей Валерьевич. Мы всегда с вами. Юрий Николаевич. Забыла представить, спасибо
Юрий Кравцов, постоянное представительство Республики Саха-Якутия в Санкт-Петербурге. И сейчас я передаю микрофон нашим партнерам, комитету Санкт-Петербурга по делам Арктики, Оксана Кулыбар. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые коллеги. Я представляю отдел развития культурных связей с регионами арктической зоны Комитета по делам Арктики. И несмотря на то, что Санкт-Петербург не арктический регион, но у нас много и культурных возможностей в отношении развития Арктики, наверное, как культурного кластера. У нас в городе есть много музеев, которые посвящены и полярным открытиям, и искусству Арктики. У нас есть Институт народов Севера и многие-многие другие хабы, которые призваны, наверное, как-то аккумулировать и развивать то, что, собственно, сейчас уже все чаще и чаще называют арктической культурой. Я вчера прилетела из Нарьян-Мара, я первый раз была в Арктике, и могу сказать, что, конечно, северный человек – это действительно особенный тип. И это исключительно симпатичный человек, который предан своему делу, который обладает определенным спокойствием, романтикой. И, безусловно, этот тип персонажей необходимо продвигать, как верно сказал Андрей Валерьевич, для того, чтобы наша Арктика была привлекательной, и для того, чтобы этот феномен арктической культуры, он, может быть, был действительно более ярко выражен и понятен людям. Я рассказала в Нарьян-Маре о проекте «Школы драматургов Арктики», и они очень заинтересовались. И действительно есть потребность публикации местных авторов, и есть какой-то запрос на то, чтобы литературное творчество северное развивалось. И, если позволите, небольшой вопрос, Андрей Валерьевич. Да. Что нужно сделать для того, чтобы, может быть, как можно больше авторов выходило на федеральный уровень, может быть, как-то на местный? Потому что якутское кино сейчас обретает бешеную популярность. И не побоюсь даже этого слова, в Санкт-Петербурге мы смотрим и на площадках фестивальных, в том числе это кино. Литература якутских авторов очень популярна. А вот что нужно делать другим регионам, может быть, в этом направлении? Спасибо. Другим регионам я бы советовал, прежде всего, воспользоваться готовым уже действительно замечательным опытом Республики Саха, где феномен кинематографа состоит не только в эстетическом каком-то прорыве, да, для мирового кино, но и прежде всего в самой системе, и финансовой системе в том числе, потому что якутский кинематограф самоокупаем. Он реально приносит деньги своим создателям. Он, я не знаю, в Москве такой ситуации нет. Московский кинематограф весь сидит на дотациях, они ждут помощи от Министерства культуры, от Комитета по кинематографии, и все эти деньги невозвратные. Никто не собирается их возвращать государству. Они просто ушли на производство и все. То есть феномен того, что в русском кино кинематографисты зарабатывают с производства, а не с проката, отличает русский кинематограф от, скажем, Голливуда. Потому что Голливуд работает с проката, а не с производства. Заработок идет с этого. Так вот, якутский кинематограф пошел по пути Голливуда. Они зарабатывают с проката, а не с производства. Вот в чем штука. Они вкладывают свои небольшие деньги, 1, 2, 3 миллиона рублей, и на них получают 4-5. Простая схема. И потом на эти деньги они живут, снимают следующее кино. И зрителю нравится смотреть. Вот здесь хитрость якутского кино, как мне кажется. Зрителю важно, что с экрана говорят о его проблемах, о проблемах именно этого региона, этого народа. Говорят на его языке, это, я думаю, ключевое здесь дело. И говорят об этих людях, которые зрителю известны не понаслышке, он живет с этими людьми. Но их ставят в хорошие драматические обстоятельства. Талантливые очень люди, которые, конечно же, из воздуха не возникли. В Республике Саха давным-давно шла такая мощная подготовительная работа в виде, я не знаю, существования Саха-театра, да, весь 20 век, и наработки колоссальной традиции, прежде всего, и актерской, и режиссерской,
в которой тоже, конечно, большую роль сыграла и московская школа, потому что изначально актеров для Саха-театра готовили, по-моему, в Щукинском училище, или в Щепке. В Щепке, да, они вот при Вахтанговском театре. И спокойно ребята из Якутии взяли опыт московской актерской режиссерской школы, они его спокойно усвоили, органично интегрировали в свое национальное, я не знаю, существование, да, вот с этими космическими вещами, о которых я говорил до этого, со своей традицией, символикой, и вот соединение европейской школы русского психологического театра и колоссального эпического самосознания народа Саха, это соединение в итоге дало результат театр Саха, Саха-театр. А потом уже пришли те же ребята, я не знаю, связанные с этим театром, они все равно берут оттуда артистов. Школа идет актерская такая. И они уже начали снимать кино, просто показывать его в кинотеатрах. Они диверсифицировались под совершенно новую и экономическую ситуацию, и эстетическую, воспользовались новыми технологиями, которые уже вот существуют, да. Этим как раз и отличается вот местный регион, да, он, с одной стороны, очень ценит и блюдет традиции, и с другой стороны, он открыт к новому. Вот это сочетание, да, которого, предположим, нет в Англии. Англичане очень тоже традиционный народ, они вот пьют чай с молоком, кстати, как и якуты. И для них чай с молоком, для англичан, это вот нормальный чай, потому что чай без молока они называют Russian tea, русский чай. Чай без молока с лимоном. Это у них такое повелось после фильма «Доктор Живаго». Я встретил очень много женщин в Англии, встречал, пока там жил, которых звали Лара. Много. Я говорю, там. И женщины примерно одного возраста. Как раз они родились в тот момент, когда был этот бум вокруг фильма «Доктор Живаго». И там в этом фильме «Доктор Живаго», если вы видели его в голливудском, там все пьют чай с лимоном, помешивая ложечкой. И вот они с тех пор, британцы, всех девочек Ларами называют, вернее, назвали то поколение, а чай этот называется у них русский чай. Так вот, несмотря на то, что у них так же, как у народа Саха, большое и серьезное внимание к традициям, англичане очень плохо открыты к новизне. Прямо очень, друзья. Они зачем-то любят ездить на старых велосипедах. У них дома стоят деревянные телевизоры. Я говорю вот то, что видел, реально. Они смотрят 40 лет сериал Coronation Street. Производство манчестерского телевидения, ITV. Это самый длинный сериал в истории, он в Википедии или в книге рекордов Гиннесса. Безумно скучный, там ничего не происходит. Но весь Йоркшир, когда начинается трансляция, они все садятся, дедушки, бабушки, внуки, все садятся и как завороженные смотрят, потому что бабушки состарились вместе с этим сериалом. Они вот были маленькие, выросли, и теперь еще внуков тоже туда же подсаживают. То есть я сейчас вам говорю о традиционалистском мышлении англичан, да, чтобы было понятно. Вот. И вот в этом смысле они как раз от народа Саха отстают, как мне кажется, очень сильно. Они менее открыты к новому. Здесь, даже как пример скажу, вы знаете, я писал диссертацию в Якутске в 90-е годы, в Якутском государственном университете, и мне надо было защищать ее и ехать в МПГУ в Москву. Мой руководитель научный, профессор Бурцев, отправил меня защищаться в Москву. И я приехал в МПГУ, который на Фрунзенской станции метро стоит, имени Ленина назывался он. Старинный, красивый институт, такое здание прекрасное, да, колонны, внутри заходишь в какое-то огромное фойе. А у нас так все по-простому, да, вот у ЛК я работал там, все, ну такое, все современное такое. И, значит, я приехал, и они мне говорят, там у тебя вот не так оформлены вот эти края там, диссертации, в общем, неважно, какие-то технические помарки. Они говорят, надо все перепечатать быстро. Ну, заново выкатить диссерт и перезашить его, переплести заново. Я говорю, окей, где компьютер? Сейчас сделаем. Они мне говорят, какой компьютер? Я говорю, ну в смысле, к которому принтер подсоединен? Они говорят, никакому компьютеру никакой принтер не подсоединен. Вон, говорит, печатная машинка. Я говорю, вы что, обалдели, что ли, ребята? 180 страниц, я сейчас буду вот это сидеть, вот это делать? У меня вот дискета, говорю. Это 96-й год, на секундочку.
У нас на каждой кафедре стоял компьютер. Все уже было в 96-м году. А в МПГУ не было, друзья. Я сейчас говорю вам именно об открытости и об интересе вот, нашего северного человека к новому. Ему интересно все. О, что это у тебя? Ну-ка, дай-ка посмотреть. Ну-ка, что, как работает? Как работает? Дай-ка. А есть можно? Нет, нельзя. Не буду есть. Ага. И вот это, конечно, колоссальный козырь нашей республики. Понимаете? И вот я бы рекомендовал как раз вот в ответе на... Да. Долго говорю, извините, все, замолкаю. У нас вопросы от наших зрителей. Можно им предоставить слово? Мила, пожалуйста, да, мы, наверное, вам предоставим слово, будем переключаться. Очень много вопросов поступает. А я болтаю. Из разных, да, точек нашей страны. Пожалуйста, Мила. Меня зовут Павел, институт Европы Севера, второй курс, изучаю венский язык, очень интересно. Немного не связан с данной темой именно Арктики, вопрос более личный. Буквально месяц назад смотрел ваше интервью, где вы очень хорошо отзывались о современной музыке, в частности о рэпе. Вы сейчас, как я понимаю, до сих пор слушаете, вам очень нравится. Хотел спросить, что вы в данный момент слушаете, и еще вот хотел вам посоветовать, есть такой музыкант, Сашенко, его группа ЛСП. Данный солист, бывший филолог, закончил филологический факультет. У него есть целых 3 альбома, связанные с первой строчкой первой песни, заканчивающейся последней строчкой последней песни последнего альбома. Советую вам послушать. Спасибо. Вам должно понравиться как филологу. Да. Вот. Также я хочу вас спросить, как вы вообще относитесь к современной музыке, нашей молодежной рэпу? Как вы относитесь к тому, что большинство современных, если вы очень если вы слушали и современных русских исполнителей, и зарубежных, замечали ли вы плагиат в этом, и как вы к этому относитесь? Спасибо. Ну вот, на первую часть вашего вопроса я могу коротко ответить, что вы сейчас слушаете. Я вот сейчас ехал сюда, вот в это замечательное, прекрасное здание, в машине играла музыка, я ее зашазамил. Там была песня Fuck That группы Bastards, я не знаю, что это такое, но мне как-то дико понравилось, и я тут же, значит, себе загрузил в плейлист, сегодня вечером расслушаю внимательнее. То есть я слушаю, вы знаете, все время новое. Вот я же, поскольку якутский человек, то я же вам до этого говорил, мы открыты к новизне. Мне не нравится долго сидеть на одном месте, я люблю все время какие-то новинки и так далее. А насчет рэпа, ну да, я же роман написал «Чистый кайф» про рэперов, поэтому это вот моя крайняя книга, над которой я закончил работу год назад. И рэп для меня действительно был важный, да, в тот момент. Я сейчас меньше, понятно, слушаю, тогда я просто не вылазил из Газгольдера, из клуба. Я там дневал и ночевал. Вот. Мне важно было понять жизнь этих ребят, их психологию и так далее. Рэп предпочитаю, если слушать, то все-таки олдскульный. Для меня лучше Тупака, пока никто рэп не читает. То есть, вот, мне кажется, Тупак был, он был сама суть рэпа. По мелодичности, да, и это потом вот это его флоу блестяще интегрировал в свое творчество Эминем. Он четко понял, потому что он работал с Тупаком некоторое время на бэк-вокале. И у него получилось. Он блестящий исполнитель был. Хотя и сейчас, в общем, может написать хороший трек. Вот. И то есть, когда я это слышу, я это понимаю, мне это нравится. Мне нравится ранний русский рэп, мне нравится, естественно, все, что делала Каста. Ранний Баста мне очень заходит, даже больше, наверное, Нагана, потому что там юмора больше. Он реально смешной, остроумный, злой, циничный, ну, клевый такой, да, который я в романе описал. Вот Нагана, да, хорош был. Я надеюсь очень, что Василий Михайлович не убьет этого персонажа и, может быть, что-то сделает еще. Рэп новой волны мне не нравится, не заходит рэпчик. Мне не нравится Ти-фест и все, что с ним связано. Хотя он тоже в творческом объединении Газгольда. Его Вася продюсирует, но, видимо, он продюсирует его для других слушателей, не для
Вопрос из Петергофа. Планируется ли экранизация «Холода» или других произведений? Ну вот «Чистый кайф», я передал права на «Чистый кайф» не так давно. Сейчас я в процессе переговоров, мне вот только что прислали договор на передачу прав на «Степные боги». Я надеюсь, будет хорошее кино. Я очень хочу и «Чистый кайф», и «Степные боги». А «Холод»? «Холод» там сложнее, потому что права были переданы давно на этот роман в компанию, которая потом перестала существовать. Права застряли. Во всяком случае, они застряли на русский язык. Если «Холод» перевести на якутский и потом экранизировать на якутском языке, мы обходим эту юридическую проблему. Да, у нас есть деятели кино в этой аудитории. Я буду счастлив, если это будет именно якутский фильм. Буду счастлив. Потому что мы поедем и Оскар хапнем. Поверьте, поверьте. Коллеги, у нас есть еще одно подключение. Это город Нюрба, Республика Саха-Якутия, Нюрбинский театр. Пожалуйста, Мария, мы вас слушаем. Здравствуйте, уважаемые организаторы, участники школы драматургов Арктики. Рада приветствовать вас от имени коллектива Нюрбинского государственного передвижного драматического театра. И очень рада, что участвовала в конкурсе вопросов и сегодня участвую в мастер-классе. Ну, наш театр в этом сейчас работает 55-й сезон. Конечно, за всю историю нашего театра мы сотрудничали со многими писателями. Из современных драматургов, например, мы ставили произведения из российских драматургов, пьесу Ольги Погодиной, а из наших якутских драматургов очень много, ну не очень много, но несколько спектаклей Семена Ермонаева по его произведениям, Ивана Иннокентьева. И как раз сегодня завершились гастроли нашего театра в Намском Русе. И сегодня с 3 часов в Саха-театре был показан спектакль «Мария, солдат Победы». Это тоже современная пьеса. Их пьесу написали заслуженная артистка Республики Саха-Якутия Софья Баранова и заведующая литературной частью Саха-театра Ангела Попова. Как раз сегодня показали вот этот спектакль. Конечно, наш театр готов сотрудничать с молодыми драматургами и с драматургами, которые участвовали в школе Арктики и будут в будущем участвовать. Надеемся, что такие проекты будут развивать наше театральное искусство и будут продвигать творчество молодых драматургов вообще, и не только в нашей республике, по всей России и даже во всем мире. У меня вопрос к Андрею Валерьевичу. Да. Два вопроса. Вот, первый вопрос. Какие качества должны быть заложены в человеке, чтобы стать писателем или драматургом? И второй вопрос. Какое произведение современных драматургов вы бы хотели увидеть на сцене якутских театров, в том числе нашего Нюрбинского театра? Спасибо. Но мне было бы интересно посмотреть из современной драматургии. У вас я бы посмотрел, как вот, например, вы сделаете какую-нибудь пьесу Димы Данилова, например. Дмитрий Данилов, недавно у него был фильм «Человек из Подольска», быть может, вы видели его, на Кинотавре был хороший успех. И Данилов идет сейчас очень хорошо, и по России, по-моему, в 30 театрах идут его пьесы, и за границей он уже неплохо идет. Ну, в общем, вот Дмитрия Данилова я бы посмотрел. Хотя фамилия якутская, но он москвич. Вот. А что там был первый вопрос? Первый вопрос. Какие качества? Все, вспомнил. Прежде всего, мне кажется, драматургу, хорошему драматургу, нужно обостренное чувство конфликта. Нужно четко понимать, где интересы антагониста и протагониста пересекаются. Вот тот человек, который это понимает, что и протагонист, и антагонист тянутся к одной цели. Они должны мешать друг другу, они должны
все время быть в клэше, в столкновении. Вот это обязательно для драматурга, потому что тогда пьеса получается, у вас ее купят, если вы правильно все вот это делаете. То есть, итак, обостренное чувство драматического конфликта и наблюдательность за человеческими типами. Надо прямо вот человек, драматург, должен понимать, какие люди разные. Прям, я не знаю, себе схему составить, систему, да, это относится к такому типу, к такому, к такому. А дальше надо, этот человек должен уметь за счет минимальных средств создать такой характер. Естественно, за счет поступка, потому что в драматургии мы не можем писать прозой. Мы не можем сказать, он был такой, 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 да. Нам нужно уметь сделать, чтобы он свой характер буквально в экспозиции, в первой сцене проявил в поступке. И желательно, чтобы этот поступок был в конфликте. То есть поступок в конфликте, и это все вам выстрелит характером. Вот, мне кажется, это обязательное качество для драматурга. Спасибо, Мария. У нас поступило несколько вопросов, вот сейчас их озвучу. Вопрос, как прошел для вас год, ну, имеется, видимо, вот пандемический год, спрашивает Софья. Год прошел очень напряженно, потому что он был весь связан у меня с работой в тотальном диктанте. Много пришлось ездить, бесконечно мы выступали. Я читал демодиктант в разных городах и странах даже. То есть в то время, когда всех закрывали, вы... Да, я был приоткрыт. Ну, потому что по России самолеты летали. И я успел просто до пандемии буквально по-моему, за неделю улететь в Индию. И там в Калькутте я читал демодиктант. И потом из Индии прямиком через Дубай я улетел в Париж. И там тоже читал диктант. Потом я вернулся домой и бум! Через неделю страны все закрылись. И я уже путешествовал здесь по России. Много. Самара, Ульяновск, ну, очень много городов. Вот, и Софья почему-то спрашивает, на прошлой неделе были вы в Крыму, сегодня в Якутске, какой следующий город? Она следит это легко. за передвижениями. Это легко. Следующий город, 9 апреля я лечу в Нижний Новгород. Я там буду читать диктант, написанный Дмитрием Глуховским. В филармонии. Будете в Нижнем филармонии 10 апреля, заходите, обнимемся. Так, ну вот есть несколько вопросов о романе «Холод». Да. Я уже сам тоже неоднократно слышал этот вопрос, который вам любят задавать. В произведении «Холод» Филиппов чувствует ваши ощущения, когда вы приезжаете в Якутск? Вопросительный знак. Конечно, нет. Я сегодня уже отвечал на похожий вопрос в другом месте. Конечно, нет. Я испытываю всегда волнение, даже уже тогда, когда самолет заходит на посадку над рекой. То есть я уже ощущаю, да, как я домой лечу. И это волнение радостное. Я привык к нему, я объясню вам почему, и вы поймете, что я не вру. Я, пока жил в Якутске, учился в ГИТИСе. 5 лет я летал туда на сессии, в театр Анатолия Васильева. И вот я когда улетал, и там мы, значит, играли, спектакли, еще там ездили на гастроли, в Швейцарию, еще куда-то. И потом я летел домой, в Якутск, после всех этих сложных мероприятий. И вот я летел домой не просто же в Якутск, да, а у меня здесь жена и 3 маленьких детей, вот такие, погодки. И то есть настолько сердце разрывается. Из Англии там тоже по 3 месяца сидишь в этом Йоркшире, смотришь в деревянный телевизор, тоскуешь дико. Ну, это же вот твои дети, да? Твоя жена. И вот когда в Якутске, раньше было в якутских самолетах, который борт, 95-й рейс был, помните, 95-й, 92-й, из Домодедово в Якутск. И вот когда подходишь, значит, во-первых, родные лица сразу уже на регистрации, якутская речь, и садишься в самолет, и в нем обязательно играли песню «Надежда» перед взлетом. Сейчас вот почему-то нет такого. А там вот это «Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома». И я вот это, значит, самолет на взлет, я 3 месяца не был дома, да, и вот это снова между нами города. И все про меня. Взлетные огни аэродромов. А там, значит, мои зайки. Я представляю, как они вот в кроватке. И самолет заходит на посадку над Леной, да, и ты понимаешь, что сейчас вот 5 утра, 6, они еще спят. Я зайду, и они вот из этих кроваток выглянут. Это самое сильное ощущение моей жизни.
Поймите, я поэтому вам говорю, что я сейчас волнуюсь, потому что я их испытываю. Я позавчера приземлялся, и снова моим детям было по 3 года, а им 30 сейчас. Они не разрешают держать себя на руках больше. Их нельзя обнимать. Я не знаю, их нельзя вот так вот шингать за щеки. Чем я занимался... Но вы уже молодой дедушка, да? Да, у меня еще уже 3 внуков. Но это уже их игрушки. Их мягкие игрушки, это не мои. А мои мягкие игрушки, к сожалению, уже выросли. Но когда самолет садится в Якутске, всякий раз я как бы думаю, и они снова маленькие. Я тут иногда захожу в свой дом, где мы жили, я слышу их шаги по лестнице. Меня трясти начинает от волнения. Такие эмоции не забываются, они формируют человека. Поэтому, поверьте, я вот долго отвечаю, Филя даже близко, я ему не мог отдать это, потому что это я никому не отдам никогда. Филя человек плохой, я его намеренно сделал отрицательным персонажем, соединив в нем черты нескольких современных гламурных персонажей из Москвы, режиссеров, поскольку он у меня режиссер. Я знаю очень хорошо театральный мир. Мне легко было, просто, может быть, люди думают, что это я, потому что и я в театре был, и Филя в театре. Это не так. Я просто, вот говоря о стихии, да, и персонажах, я просто знаю хорошо театр. Я знаю его закулисье, бэкстейдж, я знаю, что происходит в гримерках, как ведут себя актеры, их отношения, как режиссер к ним относится. Сейчас скажу коротко. Джаник Файзиев говорит. Я говорю, Джаник, ты что-то как-то совсем это, к актерам как-то равнодушен. Он так раз на меня сказал, Андрей, актеры это реквизит. И пошел дальше. Это вам на будущее, чтобы вы знали, что не надо эту профессию себе брать, или как к вам относятся режиссеры и продюсеры. Понятно, да? Среди нас есть режиссеры, в этом зале мы дадим им слово. Они понимают, видимо, о чем сейчас я передал слова Джаника Файзиева. Андрей говорит, это реквизит, как ваза. Он говорит, как ваза в кадре. Я просто смотрю, красиво смотрится или нет. И все. Вот, то есть они для них не люди, конечно, да, со всеми своими переживаниями и так далее. И вот эту вот фразу, да, они реквизит, вот это ощущение отношения режиссера к искусству, к человеку, я, собственно, все Филе отдал. Это не я, ни в коем случае. Я же ушел из театра именно поэтому. Я бросил театр, потому что не хотел, чтобы я стал таким. Я все время хочу прилететь в Якутск и обнять своих 3-летних детей. Я хочу сказать, назад давай время. Но не получается. Ну это опять же извечная борьба, да, сценариста и режиссера, да? Не, у меня-то борьбы особой не было никогда. Нет? Хорошо, еще один вопрос тут про холод, очень такой подробный. Холод имеет четкую географическую привязку. Город Якутск, река Лена, узнаваемые объекты в столице, что в общем-то редко в литературе вообще, в которой чаще всего место действия это просто некое абстрактное место, просто столица, просто провинция. Для чего понадобилось так конкретизировать место действия? Не навредило ли это произведению в целом? Не сократило ли круг читателей, его восприятие как жителями Якутии, так и России? Есть ли желание продолжить приносить героев своих произведений на территории Якутии? Елена Карпова, пожалуйста. Я понял, да. Спасибо за вопрос. Я не очень интересуюсь вопросом сокращения круга читателей. Меня это не касается. После того, как я написал роман и отдал его в печать, он живет своей жизнью. Я живу своей. До свидания. Да? Это не мои дети. Вот все говорят, некоторые писатели, ой, это у меня как дети. Не надо, мои дети в кроватке. Я к ним лечу. Ничто с этим не сравнится. Роман есть роман, работа. Ну ты работаешь, занимаешься искусством. Поэтому там сократился круг читателей, не сократился, мне это не важно. Вот эти топографические объекты, привязанные к конкретным деталям, мне были очень важны. Я там даже описал танк, который стоит до сих пор танк, вот там, возле 21-й школы, на Хабарова, да? Стоит. Ну вот и молодец, потому что я в детстве много на этом танке провел времени. И вечеринки там, и курили, сидели, пиво пили. Вот, потому что школа у меня рядом. Там это танк, о который разбивались сердца. Первая любовь, знаете, дамба. Еще 202-го микрорайона не было. И мне важно было эту Т-34 прописать. Филя ее вспоминает. Какие-то свои воспоминания я ему отдал, потому что, ну, это же мой город, я его очень хорошо знаю. Там он прописывается, улица Губина, как мой герой в детстве ходил по ней в школу. Это все-таки моя школа, моя улица Губина. Я уже сегодня или вчера у меня сбилось уже все. Вчера, по-моему, я уже туда сходил.
прогулялся. Я иду по улице Губина, вдруг машина сигналит. Выходит мой старый друг детства. Андрюха, ты чё вот здесь? И вот так на меня смотрит. Старыми тропами ходишь? Я говорю, ну конечно, чё, старый кот дороги знает. Вот, поэтому эти топонимические детали, да, они были для меня крайне важны. И я даже планирую «Холод» писать заново. Я думаю, что я допишу его, потому что я «Рахиль» переписал прошлым летом. Она вышла в совершенно новом формате. Да, я переписал ее. Я очень сильно убрал много оттуда и много на это место поставил нового. Там целая есть сюжетная линия новая, прям такая фабульная, связанная с основным конфликтом. Вот. И думаю, с «Холодом» я поступлю так же. Я посмотрю, я просто критически посмотрел на «Рахиль», надо посмотреть на «Холод». Может быть, я точно знаю, что я должен увеличить линию поиска ребенка пропавшего, потому что она дает сильный детективный потенциал. Там он есть, который даст приключения, да, что Филя будет искать ребенка из замерзшей машины. Куда делся ребенок? Да? Родители погибли в замерзшей машине, а ребенка так никто и не нашел. Но потом я его слишком быстро в романе вернул, потому что у меня были дедлайны, и меня уже Эксмо поджимало, я и так откладывал сроки сдачи. Они говорят, давай быстрее. И я уже, ладно, мальчик вернулся, все. А сейчас бывает. Да. А сейчас у меня дедлайнов-то нету. Я потому что сам себе издатель, слава богу. Сяду и спокойно, сколько хочу, в свое удовольствие буду писать. Так, у нас вопросы в зале. Я уже видел, кто-то поднимал руку. Дарья, пожалуйста. И по поводу желающие есть задать вопрос. Что мы подойдем? Пока... Дело в том, что из Санкт-Петербурга отправляют вопросы студенты Института народов Севера. Что, простите? Из Санкт-Петербурга задают вопросы студенты Института народов Севера. Слышу. Очень длинные вопросы, это практически как... Как речь. Да. Значит, задает вопрос Анна Агнисова, студентка первого курса. Как учесть все, даже мелкие детали в большом произведении? Как сделать так, чтобы эти мелкие детали не выбивались из общего плана произведения, чтобы они были связаны с основным сюжетом? Как понять, что большая часть характера героя уже продумана и следует приступить именно к написанию? Вот такой длинный вопрос. Хороший вопрос. Но я пока слушал ваш вопрос, если что, вы запомнили вопрос, напомните мне его потом. Я просто не договорил на предыдущий вопрос насчет сокращения круга читателей. Дело в том, что «Холод», когда вышел на английском языке в издательстве Amazon, у них это не только платформа для продажи, но у них есть свое издательство, и, насколько вы знаете, кинопроизводство, они теперь производят фильмы и получают «Оскары». Так вот, Amazon, когда издал «Холод» на английском языке, он весь первый месяц продаж, это был декабрь 2016 года, весь первый месяц продаж стоял в топе, в пятерке. Месяц. Подо мной были Роулинг и Стивен Кинг. Так что, извините, круг читателей там не был ограничен. И потом мои редактора из Амазона мне писали, они говорили, количество скачиваний просто зашкаливает, думаешь, это победа. Более того, год назад, я вот уже говорил об этом, но еще раз повторю, год назад в Москву прилетела Фанни Ардан по своим делам, замечательная французская актриса, 80-х, 90-х, даже 70-х годов, да, она из 70-х, Фанни Ардан. И она попросила, мне позвонили из французского института Франции, и она попросила встречи со мной. Мы с ней примерно час в кафе сидели вдвоем, и просто она мне рассказывала, какой неплохой, хороший, по ее словам, роман «Холод» я написал. Его как раз перевели во Франции. И я видел по ее реакции, что она была очень тронута. Ну, человек запросил встречи. То есть я же не навязывался, я же не просился. Так что нет, круг читателей, даже если это будет одна Фанни Ардан, мне уже хватит. Мне уже хватит. Так, теперь сюда. Как вот эти все детали, да? Как их, когда понять, когда нужно идти в письмо? Если коротко говорить, то сердце вам подскажет. Вообще интуицию никто не отменял. Это очень важно. Хороший драматург, он, во-первых, должен точно понимать, да, в какой момент идти в письмо, и хватит размышлять. Это важно. Потому что иногда ваше размышление над конфликтом и персонажами может перезатянуться, друзья. Это правда. У меня со студентами так бывает, они не идут в письмо, и мне приходится делать это насильно. Это связано, я не знаю, с параличом воли, с страхом перед чистым листом, знаете, есть такой комплекс. Вот.
надо от этого отказываться, и отказываться одним простым способом. Этот паралич воли происходит из-за того, я уже это говорил, но повторю коротко, этот паралич воли происходит из-за того, что у вас проблемы с самооценкой, собственной значимостью. А эти две вещи, собственная значимость и самооценка, нерелевантны в творчестве. Вообще. Надо о них забыть, просто наплевать, что о вас думают другие, получится ли у вас текст, и просто идти. Потому что Иосиф Бродский однажды сказал, хорошего поэта отличает то, что он не боится совершить ошибку. Иосиф Бродский. Все. А плохой поэт боится совершить ошибку. И от этого и он никогда не сделает дерзкий шаг. Понимаете? Он будет бояться, потому что подумает, я облажаюсь. И потом и у него и самооценка упадет. Вот пока вы думаете о самооценке, вы не в тексте. А нужно быть в нем. Вот, детали обязательно нужно делать как можно лаконичней, друзья. Если вы хотите сообщить о персонаже какую-то информацию зрителю и читателю, это надо делать за счет одного штриха. Создавайте персонаж одним штрихом. Это крайне сложно, но вот тренируйте эту мышцу. То есть, это может быть фраза, это может быть даже мизансцена, которую вы пропишете режиссеру. Даже в мизансцене вы можете представить характер своего героя. Понимаете? Ну, то есть вы же понимаете, если занавес открывается, и мы видим персонажа, который сидит на сцене к нам спиной со снятыми штанами, мы примерно понимаем, да, что это за человек. И его отношение к нам. Все уже, характер. А потом он быстро раз их натягивает и говорит, я пошутил. Тогда вы говорите, он еще и шутник. А у вас это отняло времени всего 30 секунд. Пространство в вашем тексте. Понятно, да? Я сейчас просто наугад импровизирую, говорю всякую чушь. Важно, самое главное, что вы работаете за счет одного штриха. Один летящий штрих и оставляете зрителю и читателю пространство достроить за вас. Чему мы-то работать будем? Пусть они работают в зале. Зачем пришли? Нет, деньги заплатили, молодцы за билет. Но надо еще поработать. А поработать это значит включить свою собственную эмоцию, включить свой собственный опыт переживаний, достроить за вас то, о чем вы умолчали, как делает Эрнест Хемингуэй. А научил его этому Антон Павлович Чехов, не просто так ставший великим драматургом. Весь 20 век в театре, в мировом театре, это век Чехова. Он везде идет, от Нью-Йорка до Аддис-Абебы, в любой стране. Почему? Ровно поэтому. Один штрих, фигура умолчания, выстрел в конце. Помните, как заканчивается «Чайка»? Раздается звук, как будто хлопнула ставня, потом появляется персонаж и говорит тихо: уведите Анну Аркадьевну, Костя застрелился. Занавес. Коротко, но какой силой это производит впечатление. При этом первая премьера в Александринском театре провалилась. Я не знаю, в курсе вы или нет. Когда сделали в Александринке, зритель ничего не понял. Вот в этих фигурах умолчания, в этих за счет одного штриха сделанного характера, в странном, абсурдном юморе, да, когда персонаж говорит странные вещи, вроде как «Тихий ангел пролетел». Или там Епиходов в другой пьесе говорит: я какой-то невезучий. Вот даже квасу возьму напиться, так обязательно там либо таракан, либо паук плавает. То есть вот такой абсурдный юмор, да? Вот этого не поняла петербургская блестящая публика, привыкшая к реалистическому повествованию, где им медленно все разжевывают. И для Чехова это был сильный удар. Прямо сильный удар. Но потом, слава богу, появился Станиславский Немирович Данченко. Они правильно прочитали пьесу, они перенесли ее в Москву, они сделали ее в МХТ, в Московском художественном театре. И вот там произошло совершенно невероятное. Когда вот этот, он сказал, увидите, да, Костя застрелился, занавес опустился, артисты стояли еще, я сейчас говорю просто из своей лекции по истории русского театра, я читал ее в МХАТе. Артисты стояли за занавесом, они остались стоять, и была гробовая тишина. Чехов это слышал и смотрел на это. И он подумал, наверняка он подумал, я додумываю как сочинитель, что снова повторяется кошмар Александринки. Тишина стояла минуту, полторы, и потом зал взорвался. То есть вот эти полторы минуты изменили театр.
Но они поняли, эти люди в МХТ, московские люди, здесь москвичи питерцам утерли нос. Я как нынешний москвич горжусь этим. Потому что есть все время противостояние, да, между культурной и купеческой столицей. Там это такая темочка отдельная, Москва-Питер. Питерцы все время, они такие снобы, они говорят, ну вы москвичи. Вот. А тем не менее, обратите внимание, именно москвичи создали Чехова в МХТ. И зал, как вспоминает Немирович Данченко в своих мемуарах, аплодисменты длились, эта овация длилась 10 минут, 15. То есть люди в этот момент поняли, что все изменилось, пришла другая эстетика, новый совершенно взгляд на искусство, на театр и так далее. И этот взгляд был именно такой. Короткая черта, за счет маленькая деталь, характер рисуется быстро, и дальше фигура умолчания. В конце выстрел обязательно. Выстрел без пафоса, патетично, тихо. Уведите меня, пусть остановится. Почти шепотом. Вот так. Спасибо, пожалуйста, у нас вопрос. Добрый день. Меня зовут Игорь, я первокурсник филологического факультета из Северо-Восточного университета, и у меня к вам есть два вопроса. Вот есть в сценарном искусстве такой прием мономиф, и которым обустраивается целый мир. И есть ли альтернатива? Какой прием, прости? Мономиф. Сценарный прием. Плохо слышу. Кого? Мономиф. 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 Да. Да? Правильно говорю? Да. Я просто не знаю такого. Там есть это определенный прием, который используется для создания персонажей и целого мира. Ага. И есть ли альтернатива для создания собственного лора и приписания к нему персонажей? И еще один вопрос. Вкладываете ли вы в каком-то смысле определенную философию в ваших произведениях? Философию в произведениях, да. Да, насчет философии, да, конечно. Ну, я бы не назвал это философией. Я бы назвал это просто моим вот собственным маленьким частным взглядом на жизнь. Все. Так как я ее воспринимаю за те годы, что мне отпущены, насколько я своим небольшим умом успею понять жизнь, вот это я и пытаюсь транслировать. Сформулировал это коротко для меня Уильям Фолкнер в своей Нобелевской речи, и я живу, собственно говоря, с этим ощущением, и это есть в каждой моей книге, что он сказал, получая Нобелевскую премию, когда планета рухнет и все погибнет, все скроется в языках пламени, на самом последнем утесе, на самой последней скале, оставшейся над лавой раскаленной, будет стоять человек, сказал Фолкнер. И дальше он добавил, человек не просто выстоит, он восторжествует. То есть Фолкнер, видишь, помещает героя в такую, ну все, конечную ситуацию, да, мир погиб, и явно этот человек сейчас погибнет, скала упадет, но тем не менее он там стоит. Вот что было важно для Уильяма Фолкнера и для меня, когда я ознакомился с его произведениями, в его текстах это всегда чувствуется, вот эта мощь, эта сила. С одной стороны, трагизм существования, ибо смерть неизбежна, и неизбежно страдание, неизбежна боль, обиды, потери, предательство, разбитая жизнь, разбитое сердце. Ну, то есть, you name it, да, называй сколько хочешь. Но при этом, как бы, он говорит, я здесь, я стою, друзья. Вот, и это, ну, вот я так начал и свою жажду так написал, поэтому мой герой не сдается. И он прощает жизнь за все, что она сделала с ним, и что он в ответ сделал с ней. Он и себя, там задача еще и себя простить за то, что он натворил, когда был на войне. Понимаешь? Вот, поэтому, я не знаю, это не философия, наверное, или философия, друзья. Черт его знает. Хорошо, мы ждем тогда вопросы. Да, есть, продолжают поступать вопросы из Санкт-Петербурга. Давайте мы озвучим, да? Тоже студентка первого курса. Существует ли единый набор качеств для всех народов Севера? Это задает вопрос Дарья Алиева, первый курс, Институт народов Севера. И набор качеств, да? Набор качеств для северных. Для всех народов Севера. А вот это я не знаю, я не все народы Севера знаю. Я знаю только вот Республики Саха более-менее, да. Потому что я не знаю там. А вот интересно, кстати, отличаются коренные жители, скажем,
Кольского полуострова. Отличаются, да? Вы встречали этих людей? Знакомые есть? Из Норильска. Свои географические особенности, мне кажется, да. Есть все-таки, да? Вот Камчатала, да? Так. На Камчатке у них у них вулкан, этого нет. Так. У нас такого опыта нет. Возможно, это тоже Влияет. Я уверен. Гений места, и мы с этого начали сегодняшний мастер-класс, гений места обязательно влияет, конечно, да. То есть люди, родившиеся и выросшие в районе Плата-Путарам, наверное, они действительно по-другому будут, да, ощущать себя, чем жители Республики Саха. Но что-то общее все-таки должно быть, да. Прежде всего, я уверен, это не суетливость. Я думаю, она присуща всем северным народам, потому что суетиться себе дороже. Да, это знает любой человек на севере. Дальше. Понимание, что надо одеться тепло. Это точно, да, всем. Мне все время говорят, в Москве, я говорю, что так холодно? Мерзну дико, да, там -5, все, я замерзаю. А здесь -40 нормально. Почему? Значит, они мне все время говорят, слушай, дружище, ну ты же с Якутии приехал, ты что мерзнешь-то? Все время, а я, значит, кутаюсь. Я им все время объясняю. Но я говорю, сибиряк, чтобы шире было понятно. Я говорю, сибиряк не тот, кто не мерзнет, сибиряк тот, кто одевается тепло. Вот, это, я думаю, понимание, да, у нас, у северян есть общее. Вот несуетливость, вот это понимание важности тепла. Даже я шучу, конечно, когда про одежду говорю, но именно тепла, как ценности, данной Богом, как валюта просто тепло, понимаете? Для нас зимой. Они же ничего не понимают, что мы как на космической станции здесь, когда -50. Ты все время выходишь как будто в открытый космос, собственно, да? И ты должен пересечь дальше. Они не понимают, что мы рассчитываем маршрут передвижения по городу. То есть вот отсюда до магазина, от магазина до туда, где подъезд, где я зайду, руки погрею, чего, как. Вот ты точно знаешь, как ты движешься. И не дай бог ты пьяный. Ой-ой-ой-ой-ой. Проблемы. Вот это, я думаю, сильно нас отличает от жителей других регионов, и это, вот это ощущение тепла как валюты жизни, оно присуще, я думаю, всем северным народам. Вот. И важный момент, то, опять же, с чего я говорил, когда говорил, как психотип отличается западный европейский от нашего, да, в самом начале, это отношение, я думаю, к дружбе, к конфликту и к предательству. У меня есть какое-то ощущение, что здесь предательство прощают сложнее. Сложнее. То есть здесь надо все-таки подумать 10 раз, прежде чем ты кого-то подведешь. Подводить никого не надо. Вот эти ценности, да, слова, там, я не знаю, дружбы, они важны здесь. И я думаю, у всех северных народов. Так, пожалуйста, Егор. Вот, было, да? Я бы хотел себя в начале, когда мы по антитезу северному человеку показали вот этих двух мужчин. Москвичей, да? Ну, на самом деле, это же были, вы поставили сельского человека и городского человека. То есть городской человек как раз и в Якутске, и в Москве, они гораздо более похожи, чем селянин, да, вот Московской области и Якутии в Якутии, да, они будут действительно разными людьми же, да, получается. И в связи с этим вопрос, вообще вот эта северность, южность, восточность, да, например, насколько она, в какой степени она важна, есть ли более характеризующие человека черты, которые, ну, стоит ставить главнее, что ли, да, когда рисуешь своего персонажа. Ну, то есть, какая степень вообще топонимическая вот эта черта, она, насколько она важна вообще в самой палитре описываемой персонажа? Когда я говорил об вот общем типологическом, да, сходстве северного человека, я, разумеется, даже не стал говорить о том, что внутри вот этого типа северного человека там тоже есть масса наборов персонажей, согласитесь, да? Даже в маленькой якутской деревне живут разные люди. Это вы правильно задали этот вопрос, конечно, да. И у них взгляды на жизнь разные.
поведение разное. Просто я там до этого я просто говорил о типологическом, да, каком-то вот, я не знаю, как мономиф. Можно это назвать мономифом, как он говорил наш замечательный коллега. Вот. А когда вы уже понимаете, да, что у вас вот северный тип, и у него есть набор вот этих типологических свойств, на следующем уровне разработки характера как раз вот включится то, о чем вы сейчас говорите. Ровно вот эти вещи, да. То есть как они относятся, я не знаю, к важным вещам в жизни, к своим детям. Этот вот так относится, этот вот так. К своей женщине как относится. Ну, вот этот вот так, это вот так. Холостой или женатый это гораздо важнее, наверное, чем активный вырисуется, чем он северный человек или южный человек. Но сначала вам придется все равно определиться для себя. Вот сначала вы, да, базис создать, что вот он северный, а вот восточный. Понимаешь, да? Потому что, ну точно, там, не знаю, китайцы, корейцы отличаются от народа Сахара. Отличаются. Мы поймем, что, ну, другой какой-то человек. Несмотря на внешнее сходство. Согласны, да? Вот вы сначала берете эту базу типологическую, а на нее, конечно, на следующем уровне начинаете настраивать уже характер по конкретике. Okay? Да. Ну вот мы как бы скачем, да, с одной темы на другую. Вот меня один вопрос тоже мучает, я себя хочу задать. Да. Вот вы, получается, учились в ГИТИСе, да? На режиссера. Да. Вот был, получается, у вас режиссерский опыт. Почему не получил продолжение? Планируете ли вы? Нет, не планирую. Я же вам сказал. Я ушел из театра детерминированно. Совершенно осознанно, мировоззренчески, точно. Я не люблю театр. Не любите? Нет, не люблю. Мне не нравится, что люди представляются на сцене, что они... Знаете, это сродни вот такому странному ощущению у мусульман, когда они вот не любят изображение человека. Знаете, у них запрещено, да, изображение. Кораном запрещено изображение человека. Потому что это функция Бога. Надо быть самим собой. А актер, по сути, человек, который намеренно, по своему желанию, перестает быть самим собой. И это вообще какая-то чертовщина. Понимаете? Ну, писатель тоже демиург, получается, как и режиссер. Создавая своих персонажей, опять же, вы же проживаете их жизнь, тоже в каждом, наверное, персонаже какая-то часть тебя отражается. Да, но это же мое дело, это я один делаю и все. А в театре это целая куча народу. То есть у вас такое прямо разочарование получается? Нет, не разочарование. Обучились просто, этому? да, я это изучал, этим? занимался. Ну и плюс, я еще раз повторю одну вещь. Я учился в театре Анатолия Васильева. В 90-е годы это был, я думаю, лучший режиссер Европы. Он был единственный, первый и неповторимый иностранный режиссер, которому удалось ставить в Комедии Франсес. А таких прецедентов до него не было в течение 300 лет, на секундочку. Вот. И все, что я видел, что он делал с нами и с предыдущим курсом, и с группой спектакля «Серсо», где была Наталья Андрейченко, другие замечательные артисты, философ, да, и вот этот великий артист, который играл в «Агонии Распутина», как его, Петренко, Алексей Петренко. Вот эти трое, да, я видел, как они работают. Я увидел театр такого уровня, на такой высоте, что больше мне уже было не надо. Я все, что видел потом, было не просто хуже, а это даже не обсуждалось, не анализировалось. Просто люди выучили текст, что-то вышли, разошлись по мизансценам и ходят по сцене. Зачем-то читают мне текст, который я знаю. Ну, я знаю уже все пьесы Чехова. Я знаю в основном все пьесы, там, которые они показывают. И поэтому сюжет я вроде знаю. Ничего нового они мне не предлагают. Ну, ходят более-менее с выражением читают. Потому что встанут там в позицию, ручку поднимут. Вот. Существование артистов в театре Анатолия Васильева было основано на других принципах даже вообще. Игровых структурах. На других. Там текст вообще особой роли-то не играл. Мы его иногда просто даже и не говорили. Нужно было существовать и так далее, в другом измерении. Ну, коротко скажу, опять же, чтобы вот не быть голословным. Мы когда играли в Швейцарии на 3-м курсе, потом мастер давал интервью, пришло какой-то журналисты, да, это город Люцерн, по-моему, был. Журналисты пришли, а я был единственный, кто говорил по-английски во всей группе студентов, потому что я ИНЯС уже закончил, наш якутский ФИЯ.
И значит, мастер говорит: Андрей, иди поможешь мне с переводом для журналистов. И первый вопрос, который они задали, был такой: скажите, пожалуйста, вот вы играете параллельно с швейцарскими артистами, а мы на сцене были швейцарский обязательно артист и русский артист. Задача была такая, это был двуязычный спектакль. Они свою реплику говорят на немецком языке, мы на русском. И так играем. Такой вот эксперимент был театральный. И журналист спрашивает мастера: скажите, пожалуйста, вот почему швейцарские артисты, мы видим, ну, ходят по сцене, а ваши как-то летают, как-то они не касаются пола. Такое ощущение, что между обувью ваших артистов, ногами ваших артистов и полом есть зазор сантиметров 5-6. Как этого вы добиваетесь? Спросил он Васильева. Мастер улыбнулся и сказал: много будешь знать, скоро состаришься. Вот. И, ну вот, я это видел. Если это со стороны, да, швейцарские журналисты спрашивают: а как вы это делали? Это было чудо. А потом я пошел в другие театры уже, когда я пришел работать, особенно в репертуарные. Чудо закончилось. А то место, где чуда нет, мне не интересно. Вот такой ответ. Поэтому кино. Ну, в кинематографе мне проще, да. Там как-то я не очень... Будьте здоровы. Я не очень внедряюсь в процесс. Я, то есть, написал сценарий, отдал репетировать. Свой опыт, в принципе, положительно оцениваете, да? С кино не было каких-то разногласий? Нет, никогда. Я же сценарии почти все писал сам. Да. По своим экранизациям. А единственное, что я не сам написал, это сценарий для фильма Сергея Соловьева «Кеды». Сергей Александрович написал сам сценарий, по моему рассказу. Вот. А во всех остальных вещах я писал сам. Ну, как бы у меня есть претензии к себе, да, но не настолько конфликтные. Вопросы какие-то у меня к себе есть, но не так, чтобы я ходил и от злобы к себе погибал. Ну и вот тоже, как бы, может быть, такой больше житейский опыт, да? У вас получается совмещение преподавания и писательской деятельности. Вообще, возможно ли быть писателем свободным от чего-то еще, да? Это же, ну, как бы, творчество всегда какой-то риск и возможность не состояться, да, и, допустим, ну, скажем, вот каким образом молодым людям, которые видят себя, допустим, пишущим человеком, каким образом, скажем, можете им что-то посоветовать? Очень просто. Поскольку это действительно риски, вы правы, и даже если у вас вышла первая книга или вашу пьесу купил театр, и он вас поставил, это ничего не значит. Потому что я вижу, как молодежь радуется выходу книги, они идут ее помывать, что-то радуются, веселятся такие, а мне все время на них смешно смотреть, потому что это ничего вообще, это ноль. Даже если ты отхватил за нее какую-то премию, на тебя обратила внимание критика, это все равно ноль. Потому что дальше надо подтверждать годами. Ты должен все время быть на сцене, да, на площадке. Ты должен давать новый материал, и он должен снова подтверждать реноме. Вот в чем штука, друзья. А для этого лайфхак очень простой. Нужна профессия. Нужна хорошая человеческая профессия. А драматургия и литература пусть у вас будут хобби. Это, во-первых, избавит вас от напряжения, да, что типа я вот вложился, я инвестировался в это, а рисков действительно очень много. Я вам скажу, 85% за то, что вы потерпите неудачу. Почти 90%. Это надо учитывать, у вас есть всего эти 12-15%. При удачном стечении обстоятельств вы втиснетесь в эти 12%, и все сложится. Но лучше все-таки подстраховать те 85%, чтобы у вас желательно был свой бизнес или какая-то хорошая работа, которая прокормит вам семью, детей и так далее. Потому что я всегда знал, что у меня есть мое преподавательское ремесло, есть английский язык, я могу быть переводчиком, я могу быть педагогом, я могу просто давать частные уроки, ходить по домам и учить детей богатых людей за деньги. Не проблема. Вот. Когда такое есть, у вас есть кусок хлеба, тогда, во-первых, у вас нет дедлайнов, вам не надо гнать, продюсер не давит, нет гнета издателей, редакторов. Пишите в свое удовольствие. Вы просто говорите, а я делаю это для себя. Потому что вот «Повесть жажда» была написана ровно в этом ключе. Я никому ничего не должен, но меня сильно прет. Как Вася поэт.
Я выбираю рэп, от которого по лютому прет. Вот меня по лютому перло здесь в Якутске от моих персонажей жажды. Но при этом я ходил в университет, защитил диссертацию и ушел из университета. Только когда понял, что можно рискнуть. Я попробую эти 12% воткнуться. Когда у вас уже есть, да, в загашнике, вот у меня жажда была, я поехал в Москву с жаждой. И у меня было ощущение, что, кажется, ситуация складывается. Мне повезло с текстом. Потому что надо еще, чтобы повезло, чтобы вселенная была к нам расположена, понимаете, да? Чтобы задобрить всех этих, я не знаю, баянаев. Да. Добрый день. Я хотела бы задать такой вопрос, который волнует не только россиян, но и нас, северян, да? Это о кредите. Ваше отношение? О чем? Кредит. Вот получение кредит. кредита, финансовую грамотность. Ну, как вы помните, наше поколение вообще не было понятия кредита, да, раньше? Кредит. Ага. А вот в вашем, ну вот недавно вы сказали, как сценарист вас больше устраивает. Вот я «Дом на Озерной», там как раз вот эта тема остро затронута. Да, и вот люди рискнули, получается, да. И здесь вот у северян мы же более такие доверчивый, да, народ. И я вот смотрю тоже вот на наше поколение, да, мы неправильно, может быть, ну, не, финансово мы не очень-то грамотны, да, и как бы все. Как вы к этому вопросу относитесь? И второй вопрос, да, это вот все-таки подрастающее поколение, молодежь, да, не больше к визуализации, вот, более, да, к экранизации. Не боитесь ли вы, что вот, чтение, оно уходит в прошлое? Ага. Вот что-то с этим связанное, да, но мы-то народ, который любит читать. И мне очень хотелось бы, чтобы вот вы были бы писателем вот в те времена, когда мы были студентами, вы ну, с этим вот багажом, да, вот типично. Было бы все, может быть, еще лучше складывалось бы. Как вы говорили, сейчас вот, вселенная должна быть, да? Но сейчас вот вопрос вот, понятен, да, визуализация, как бы... Да, я понял. Вы знаете, я вам могу сказать, у меня нет никаких опасений по поводу того, что литература сдает свои позиции, и культура чтения падает. У меня нет опасений, потому что я уверен, что это так. Я не опасаюсь этого. Это просто так. И поскольку это так, то только, ну, знаете, как этот сказал, кто из древних греков? Ксанф, выпари море. Ну, море разбило корабли персидские, которые шли на Грецию, да, чтобы захватить Афины. Произошел гигантский шторм, персидское войско утонуло, и вот этот Кир ходит бедный. Море, верни корабли, а ему кто-то сказал, выпари море. И стояли люди, кнутами били море. Ну вот мы же не будем такие глупые. А ситуация примерно такая же. Шторм, корабли тонут, друзья. И поэтому нам остается только сделать вот так и сказать врагу и еще сказать, так, давайте переоденемся в белое, открывайте Кингстоны. Варяг же почему-то вышел, понимаете, из бухты в Чемульпо. Чего они вышли? С этой лодкой кореец канонирской. Против эскадры больше 10 линкоров японских. Они зачем-то вышли. И я до сих пор потрясен и счастлив от того, что русские офицеры сказали, мы примем бой. Там стояли английские суда на рейде и французские. И англичане говорят русским, вы дураки, они вас утопят в первые 10 минут боя, когда откроют основной калибр огонь с этих 10 линкоров. Ну или там, я не знаю сколько, 5. Линкор — это просто плавающая крепость, башня. А у нас всего лишь крейсер и канонерская лодка, на которой там, не знаю, 5-6 пушечек. И калибр, ну, вот такой, я не знаю, как 45-ка. Они говорят, не, мы примем бой, парни. Те говорят, вы погибнете. Англичане говорят, не ходите, русские, вы дураки. Они говорят, ну и ничего, ладно, все хорошо. Вот я в этом же состоянии сейчас нахожусь по поводу падения культуры чтения и литературы. Я говорю, корабли выйдут из Чемульпо. Знаете почему? Потому что они остались в веках. Это как те 300 спартанцев. Ты это уже назад отменить не можешь. Ты не можешь отменить
решение капитана Гастелло, у которого кончился боезапас, и он направил свой самолет на танковую, вот этот эшелон, да, с танками противника. Причем из простого экономического соображения. Что там в эти секунды пролетело в его голове, что, ну, я не знаю, сколько стоит мой самолет, а сколько сейчас я немецких танков грохну, и сколько денег потеряют они, чтобы заново отстроить такую танковую колонну. А у меня-то стоимость всего одного самолета. То есть он размышлял, как нормальный воин, с точки зрения здравого смысла. Это нам сейчас кажется, ой, самоубийство, подвиг Гастелло, да, направил самолет на танковую колонну, типа, ой, какой молодец. Да нет, он как воин четко рассчитал и действовал, внимание, эффективно с точки зрения военного дела. И вот эта его эффективность, она прекрасна. Он приблизил победу. И помнить будем долго. Поэтому вот я вам это объясняю, что я не особо заморачиваюсь на эту тему. Но раз так, что, ну, океан не выпаришь. Жизнь идет, жизнь меняется. Мы, конечно, можем брюзжать, ворчать, особенно мы стареем, да? Там, ой, коленка заболела. А что от этого изменится-то? Смысл брюзжать? Тут молодые уже пришли веселые, им нормально. Их вот не парит, что культура чтения падает. Они же живут, это их уже планета, все. Мы уходящая натура. Собрались и вышли. Выход вон там, нам говорят. Мы говорим, окей, спасибо. Важно испытывать благодарность и сказать спасибо, все было очень вкусно. И было очень весело. Вот, мне кажется так. По поводу кредитов. Я в своей жизни никогда в жизни не брал ни одного кредита. И когда был совершенно нищ, беден, мне даже не приходило в голову это сделать. Объясню почему. Если, и мы так с моей женой знали это с самого начала. Если мы заходили в магазин и видели там сапоги, нам нужны были сапоги, например, для жены, и видели сапоги, которые мы не могли себе позволить, мы их не покупали. Ответ был такой: значит, сапогов не будет. То есть я всю жизнь жил по средствам. Вот сколько мог себе позволить, столько и позволял. Вот на 20 копеек у меня есть 20 копеек, значит, я позволю себе на 20 копеек. Сейчас чуть побольше, ну, мне не трудно, значит, я позволю себе последнюю модель телефона. Не потому, что он мне нужен или это понты. Нет, просто потому, что теперь мне это вообще не трудно. Понятно? А кредит брать? Нет, зачем? Блог на эту тему замечательно сказал. И в желтых окнах рассмеются, что этих нищих провели. Понятно же? Там у вас все равно наварится только банк. Они бы его не строили, если бы это не было им выгодно. Не говорили, идите деньги берите, друзья, идите. Не, это ловушка. Я лично нет. Ответ такой, ни в коем случае. Да. Так, хорошо. Те, кто планировали, пожалуйста. Ну вот вы сказали, что есть человек имеет очень сильную связь с ландшафтом, да, где он живет, да? Ну вот вы, как выросшись в северном ландшафте, сохраняется ли флер вот этих характеров в ваших произведениях до сих пор? Вот имеет ли влияние? И вы сами, какой был переходный период, когда вот вы переключились, уже переехав в другой ландшафт, на вот те типажи, и как это легко или трудно вам далось вот, принять уже другой ландшафт, другой типаж людей, другие характеры, и уже писать о них достоверно? Хороший вопрос, спасибо. У меня такое ощущение, что я и не переключился, потому что я вот этот психотип человека из западной части России не очень чувствую, да? У меня с ним связи не возникло. То есть вот типаж, я не знаю, которым оперирует, скажем, Женя Подоласкин, поскольку он все-таки из Киева, да, теперь он живет в Питере, ему понятны эти люди изначально были, вот южный украинский тип, да, и он его прописывает в своем романе «Брисбен», там это ощущается. Я бы не рискнул писать все-таки этого человека. Мне кажется, мои персонажи до сих пор несут на себе вот этот отпечаток, ну, такой тяжелый довольно-таки, такой увесистости, да, именно северной. И даже когда я думаю, что в «Розе ветров», где я написал капитана-лейтенанта Невельского, который присоединил Преамурье и Приморье к Российской империи,
Я так подозреваю, что все-таки он не, вот так вот у меня получился не уроженцем Калужской губернии. Я подозреваю, он тяжелее. Вот такой все-таки у меня получился суровый. Но я, может быть, и выбрал его, потому что он изначально был суровый. Вот современники, да, в воспоминаниях, его жена Екатерина Ивановна Ильчининова, они писали, что Невельской был очень тяжелый человек. Несмотря на маленькую комплекцию, он мог вот очень так в серьезном тонусе держать всю команду, всю экспедицию, которая 5 лет жила вот в Николаевске на Амуре. Решал сложнейшие проблемы, а однажды, сейчас я расскажу вам, этот эпизод не вошел, кстати, в роман. Однажды он с 4 матросами передвигался из Николаевска на Амуре в какое-то поселение. Они пошли за мясом, купить у местных мясо. Потому что нужно было есть обязательно оленину, иначе они погибали от цинги. Оленину надо было есть по той причине, что олени ели ягель и нужную траву, и мясо было витаминизировано достаточно витамином С. Вот. Они про этот витамин С, конечно, не знали в 19 веке, но почему-то замечали, что местные не болеют цингой. И потом догадались, они едят оленину. И вот они, значит, пошли за этими оленями купить несколько, как пишет сам Невельской в своих воспоминаниях. И по дороге на них наткнулась довольно большая группа каких-то лихих людей местных. Там были очень крутые места. Там, во-первых, были бывшие каторжники, которые побежали с чекинских, забайкальских рудников, и они бежали не на запад в Россию, где они были крепостные крестьяне, а они бежали дальше на восток. Сюда, вот туда, в Преамурье, да, там где Хабаровск, Владивосток и так далее сейчас. А тогда не было ничего. Только вот, племена нивхов, которых они тогда называли гиляки. Такое вот название у русских было для нивхов. И вот, значит, они наткнулись на какую-то группу лихих людей, а из оружия у них было только один пистолет, в котором было 6 зарядов, как пишет Невельской. И он говорит, я вышел, толпа была, говорит, человек 300. Этих 4 с одним пистолетом. Невельской пишет очень коротко, он написал, я вышел вперед, сказал им несколько слов, и они ушли. Я подумал, мужик, что за... Вот я бы хотел, да, посмотреть на это, что он им сказал. Как? 300 человек, то есть вдруг из леса, значит, идите-ка сюда. А те в военно-морской форме, значит, понятно, что, ну, во-первых, европейские лица, что не местные. Так, сюда. И он к ним идет. Я не знаю, показал пистолет, не показал. Ну что сделать один пистолет против 300 человек, согласитесь, да? Хоть они будут даже палками вооружены или камнями. Ничего пистолет не сделает. Но не было произведено ни одного выстрела, никто ничего, все сказали, окей, мы поняли, давай, будь здоров. Вот эта вот его весомость, немногословность, она мне пришлась по душе. Но, может быть, она связана с его службой на флоте. Может быть, флот дисциплинирует человека не хуже, чем холод дисциплинирует нас. Так что... Спасибо, Андрей Борисович, за интересную беседу. Аня, еще один вопрос. Подарок? Благодарность и подарок. Благодарность и подарок. Благодарность за то, что Андрей приехал, это очень приятно. Надо, чтобы слышать. Давай, Андрей приехал, это очень приятно, потому что вот такие встречи для нас, они дают пищу для размышлений, это очень здорово. Меня тоже. Мне же приходится в этот момент формулировать, я формулирую для себя. Ну то есть мы полезны друг другу. Конечно. Это очень приятно. Спасибо тебе, что ты приехал. И поскольку мы встречаемся в рамках школы драматургов Арктики и говорим сегодня о персонаже якутском и о тех историях, которые разворачиваются в Якутии, я хочу тебе подарить книгу, которая вышла в издательстве «Ключик», сейчас она Яр, ты знаешь. Да, написано Анна Альфир, но на самом деле это Анна Пшенникова. Да. Здесь герои, это тоже жители Якутии, события разворачиваются в Якутии. Но в отличие от твоего романа, в моей истории очень тепло. Почему там тепло? Да, ты узнаешь, когда прочитаешь. Спасибо. Разреши, я тебя обниму. Да. Заканчиваем?
Да, заканчиваем. У нас есть несколько моментов, мы должны обязательно выполнить. Я тоже со своей стороны хочу подарить такую книгу «Эпическое наследие народа Саха». Вот это важная книга. Я думаю, что, может быть, она вас вдохновит Она на мне какие-то пригодится. Она образы. мне пригодится точно Тем для более, моей- да, вы для моей работы. готовите сейчас интересную работу. И у нас есть сейчас возможность отметить авторов лучших, интересных вопросов. У нас есть 3 ваши книги, которые мы просим вас подписать нашим Да, я понял. слушателям. Ну, много было вопросов, они, в принципе, все интересные были. Мне было интересно на них отвечать. Трудно выделить. Ну вот про детали, да, кто-то спрашивал. Или это не отсюда, из Питера спросили? Да, это из Петербурга, но мы можем отправить. Мила, да? Можем отправить. Про работу с деталями, да, когда перейти в текст, в письмо, это хороший был вопрос. Конечно, слышно меня, автор вопросов тоже здесь. Если нужно, мы пригласим девушку. Давайте, да. Красивая? Да. Нет, ушла. Нет, она ушла. А, вот наша девушка. Отлично. Чего она смеется? Честно говоря, я даже не знаю, что сказать. Зачем я вопрос задала? Вопрос была моя напарница, я могу ей, собственно, подарок. Конечно, да. Мы передадим туда, он куда-то дойдет. Что прикольный вопрос. Это вопросы про произведение «Холод». Вот ваши ощущения, когда вы приезжаете в Якутск. Вот этот вопрос, потому что он меня... Так, вывел Виктор меня- Борисов, по-моему, он здесь тоже, да? Этот вопрос действительно вывел меня на важную для себя эмоциональную дорогу, на правильную. Есть. И еще вопрос, где мы говорили о варяге. Помните, да, когда я сказал, что вот, насчет того, что прекращается ли чтение и что делать. А я Как вам вас сказал- зовут? А я вам сказал, все в порядке, Тоня. Валентина. Окончательную формулировку, вернее, референс на этот вопрос. Помните фильм «В бой идут одни старики», где вот на Ил-2, у нас сегодня опять авиационная тематика только возникла, да, после Гастелла. И вот Леонид Быков там играл это. И они ему говорят: маэстро, маэстро, не молчи, прием, прием, ты пропал из эфира, что с тобой, что с тобой? А такая тишина, то есть бой шел в это время, да, он с мессером дрался, и потом тишина. Она говорит: маэстро, как у тебя? Он говорит: все нормально, падаю. И вот это отношение к жизни, да, в Леониде Быкове, в его персонаже, оно очень правильное. Все нормально, падаю. То есть он не истерикует, он не боится, в конце концов. Поэтому спасибо. Да. Просим подписать, мы должны сейчас это зафиксировать. Так, Валя, да, подпишем? Да, Анна, Виктор, Валентина. Валя, да ведь? Валентина. Ага. Да. 02 04 21. Спасибо, Валя. Браво. Так, еще? Анна и Виктор. Вот Да, Виктору Виктор. сейчас. Виктору подпишем, потому что поговорили очень хорошо. Чтобы нас не обвиняли в пристрастности, да? Что мы только своим отдаем. Да. 04. Есть, друзья. Спасибо большое. Ну что, мы молодцы? Мы молодцы. Похлопаем себе. Мы поработали. Так, коллеги, мы начали первое занятие нашей школы драматургов, и наши встречи с известными авторами продолжатся. На следующем мастер-классе у нас будет автор тотального диктанта 2021 года Дмитрий Глуховской. До скорых встреч!